Доброе турецкое утро, день какой-то там. Проснулись, точнее переночевали в замечательном месте под мандариновым деревом. Проснулись, рассвет примерно в 6:30. Ну, не рассвет, а солнце выходит из-за гор. И видим на горизонте вот такую орду. Здесь целая куча животных. Вроде бы это козы. Пастухи идут по всему полю. И, соответственно, издают вот такой колокольный звон. Поднимают гору пыли. Идут мимо нас примерно. Здесь у нас пейзажи равнинно-горные. Урожай уже убран. Все поля просто в соломе. Небо голубое-преголубое. А это наше место ночевки. Заночевали возле домика фермера. Домик уже покинутый, так как урожай собран. Здесь остались кое-какие предметы мебели. Достаточно уютно, по крайней мере не видно с дороги, защита от ветра. Опять-таки мандариновое дерево. И дорога совсем недалеко, то есть выехать на нее будет достаточно просто. А панорама тут вот такая. Ну вот, кстати, солнце поднялось. Так, примерно расположились. 3 палаточки у нас в ряд стоят. А вот это вот орда. Все ближе и ближе. Как бы они нас не растоптали. Сейчас посмотрим, что это за животные все-таки. То ли козы, то ли овцы. То ли и козы, и овцы. И с ними еще пастушьи собаки. Ребята, смотрите, какая прелесть! Нас атаковали животные! О-хо-хо-хо. Нормально, it's okay! Ого-го! Они обошли наше убежище. Огромное стадо. Маленькие, большие. Обалдеть! Поднимают такую крутую пыль. Hello! Hello from Russia! Во время сна, говорит, когда будете спать, могут волки. Benim adım Musa, bunun adı Latif. My name is Latif. My name is My name is Latif. Latif. Senin isim ne? Ben pancar suluyorum fiskiyeler. Андрей вступил в беседу с местными жителями с помощью переводчика. Они говорят, чтобы мы не ходили с пустыми руками, нужно оружие, потому что много волков, и волки могут нас покусать. А вот здесь пока только в основном козы. Таня попросила местных пастухов надоить нам молока. И они без проблем приволокли одну козу и начали ее доить. Причем в мою тарелку. Вот так это происходит. Немножко молока. Süt, 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 süt. Сють, сють. Süt. Это действительно работает, ребята. Козы дойные. Нам немного нацедили козьего молока. Ну а так, пока они нас окружают и создают такой неповторимый звон. Кыш, 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 кыш. Чусь, 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 чусь. Чусь, 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 чусь. Чусь, 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 чусь. Чусь. Палатку сейчас съедят, которая сушится. Это будет неприятно. Чусь, 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 чусь. Надо еще отметить, что за всеми этими действиями наблюдает собака. Чусь, 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 чусь.
которая все это держит на контроле. Ну что ж, мы познакомились, пообщались и попрощались по-турецки с ребятами, которые к нам пришли. Языковой барьер решается с помощью Google переводчика. В принципе, многие моменты понятны и так, с помощью языка жестов. Удалось пообщаться, попрощаться, сфотографировались на память. Ребята очень добрые, позитивные. Испытано на себе. Очередной движ по полям. Мы нашли тыкву. Ну как нашли? Повзаимствовали для нашего вечернего тыквенного крем-супа. Поля, степи, на горизонте горы. Все напоминает Монголию, в которой мы были в прошлом году. Погода хорошая, но сегодня добавился встречный ветер, хоть и слабый, но он есть. Держим путь к Бихлару. Мы нашли картошку. Ну как нашли? Картофельное поле после уборки, но картофель мерзлый, потому что по ночам уже температура достаточно низкая. Сейчас попробуем себе наскрести немножечко на ужин. Нам много не надо, буквально 5-6 картофелин. И мы отведаем турецкий картофель. По пути еще был виноград, но это было на спуске, останавливаться было рискованно. Я думаю, что виноградные плантации, а может быть и клубничные, нас еще ждут впереди. У нас произошел очередной прокол. Это третий по счету прокол в Турции. Он, к сожалению, опять у Андрея. Колючки дают о себе знать во всех отчетах. Путешественники пишут, велопутешественники пишут, что колючки — это страшное дело. Постоянно пробиваются колеса. Пока Андрей ремонтирует покрышку, мы лакомимся настоящими дикими турецкими семечками. Так вот беззастенчиво украли одну головку подсолнуха. Тут их целое поле. Поэтому думаю, что это не страшно. Не нанесем особый ущерб сельскому хозяйству Турции. Ну, такой вынужденный, можно сказать, пикник, привал, отдых. Здесь растут еще какие-то ягоды. Мы их попробовали. Маленькие, оранжевые, сладкие на вкус. В общем, кажется, бедным путешественникам голодная смерть в Турции не грозит. Прокол — это самая частая поломка в велопоходах. Чаще всего это происходит по природным факторам. Колючки, острые камни, например. Ну, либо техногенным. Это разбросанные стекла, проволока, какие-то острые элементы металлические. Поэтому к проколам мы все привыкли, относимся к ним философски. Запасная камера, насос, заплатки для камеры, 10-15 минут времени и едем дальше обычно. Погода прекрасная, как я уже сказал. Ветерочек бодрит, жаль, что он встречный. Проехали очередную десятку километров. Обычно в походах мы проезжаем 10 километров и подтягиваемся, ждем. 5-минутная остановка, отдыхаем. Вот сейчас как раз 30 километров сегодня пройдено. Тенечек, благодаря вот такому рекламному щиту. Немножко посидим 5 минут и двинем дальше. Ветерок с одной стороны мешает ехать, он встречный, но с другой стороны, когда стоишь, он приятно тебя обдувает и остываешь быстрее. Жара не так чувствуется. Дур. Испытано на себе. Это был очень тяжелый подъем. Прям очень-очень. Давненько я таких не встречал. Благо он был асфальтовый. И здесь мы в центре города. Перекусим. Как тебе, Татьяна? Круто? Где Андрей потерялся? Андрей где-то потерялся, но я думаю, что он просто по денечку идет пешком. Здесь очередная винтажная веранда для местных пенсионеров. Они тут попивают чай, играют в какие-то игры.
Это Александр, он тоже заехал на одном дыхании в подъем, даже не поморщился. И сейчас наша задача найти кафе. Из кафешек здесь только пока предварительно ресторан. Но я думаю, что мы найдем что-то более-менее приемлемое. Вот он. Итак, ждем Андрея и обедаем. На открытой веранде под гроздями виноградной лозы мы решили пообедать. Прекрасный ресторан. Здесь кушают местные, здесь прохладно, ветерок, очень большая веранда. Коты вездесущие, не от слова писать, а от слова присутствовать. Нас хотели посадить вон на те дальние турецкие диванчики, подушечки даже. Но нам привычнее все-таки сидеть за столом. Здесь мы видим гранатовый соус, конечно же приправа. Заказали много вкусняшек, нам нужно восполнить энергию после изнуряющего жаркого подъема. Голодные? Проголодались? Очень. Андрей, ты проголодался или мог бы еще проехать 100 километров? Я сейчас вас съем. Вот так должен отвечать проголодавшийся велотурист. И это правильно. Приятного нам аппетита! Мы прибыли в каньон Ихлара. Идем по тропе, которая идет по низу каньона. Виды отсюда уже прекрасные. Вот так вот это все выглядит. Обалденно. Спускаемся вниз, чтобы приобрести билетики. Здесь есть карта, изображение каньона Ихлара с какими-то заметками. Показаны точки на маршруте, мосты, туалеты, церкви. Я думаю, мы пройдем в одну сторону по одному берегу и вернемся по другому берегу без фанатизма. Билет стоит 730 примерно лир. Ну, в принципе, приемлемо. Это, по сути, цена обеда. И мы начинаем знакомиться с этим великолепным каньоном. Великолепный он, потому что, кроме всего прочего, в стенах выдолблены жилища, церкви, прочие помещения, пещеры, которые нужно посетить. Вообще, я хочу сказать, что у нас уже много достопримечательностей было посещено, так сказать, за эти 2 дня. Это и Каппадокия, это и замок, да, плюс подземная крепость. Сейчас вот у нас каньон. То есть очень много всего интересного. И это только первые пара дней, друзья. Но, с другой стороны, лучше всего сперва все посмотреть, а потом уже спокойно ехать по маршруту, не отвлекаясь. Тем более, предполагаю, что с такими экскурсиями у нас просто кончатся деньги. Так что первые дни у нас насыщены впечатлениями, насыщены зрелищами, насыщены экскурсиями. Причем все эти экскурсии можно организовать самостоятельно, не нужно прибегать к помощи гидов, экскурсоводов. Просто подъезжаешь на велосипеде, здесь секундочка сарказма, подъезжаешь на велосипеде на высокогорную площадку для обзора, и вот тебе, пожалуйста, экскурсия. Что ж, идем по каньону. Красота начинается с первых метров. Внизу журчит река. Судя по всему, там водопад еще находится внизу. Поэтому достаточно прохладно и свежо.
Совершенно невероятным образом эти глыбы сложились именно в таком порядке. Выглядит достаточно опасно, но чрезвычайно красиво. С голоду здесь не умрешь точно. То тут, то там попадаются вдоль тропинки ежевичные кусты. Ежевика поспела, она сладкая, черная, но кусты чрезвычайно колючие. Очень больно ее добывать. Можно сказать, что любишь ежевику, люби и боль от шипов. Препятствие — мост через реку. На самом деле мост должен помогать перейти через водную преграду. Здесь же он представляет собой сооружение, по которому действительно страшно идти. Но это единственный вариант перейти через эту горную реку. Что ж, идем. Мост сделан из поваленного дерева. Здесь местами просто набиты такие речки, полежки. В принципе, не смотри вниз, говорили они. В принципе, перейти можно. На самом деле, не так уж и высоко, но необычно. Опа! Это мост. Заросли ежевики кругом. Если бы она была не такая колючая, мы бы уже были сыты по горло ей. Мы сейчас будем пытаться готовить тыкву. Никто не знает, что с ней нужно делать, но мы примерно догадываемся, что это будет тыквенный суп-пюре. Но так как тыква ворованная, пип, то у нас не было к ней инструкции приобретенная. И мы сейчас также приобретенная, кстати, как вот картофель. И как... Ух ты, смотрите! Наверное, надо убрать косточки и перетереть это в пюре и закинуть. Мы сейчас загуглим на самом деле, то есть здесь есть интернет. Мы кубиками ее нарежем. Выглядит аппетитно. Как картошку. Здесь идет написание отчета по 4-му дню, получается, который был, ну, если считать со старта в Стамбуле. Еще 2 дня нужно будет написать. Потихоньку совместными усилиями вспоминаем, где мы были, что делали. В этом немножко помогает отчет Томаса и карта, и фотографии, которые мы делали на маршруте. Отчет — это святое дело, потому что в дальнейшем восстановить события будет сложно. А взглянув на отчет или на фотографии, все станет сразу ясно, как будто это было недавно. Сегодня был длинный, насыщенный, интересный день. Встали на ночевку недалеко от каньона Ихлара. Ну, по сути, на вершине каньона. Внизу он как раз находится. Солнце село за гору. Время 7 часов. Палатки поставлены. Сейчас готовим ужин. Выбрали место на поле из скошенной травы.
виды здесь вот сейчас, именно в этот час. Такая игра красок. На видео это сложно передать, но вообще вот этот вот закат и лучи солнца, вот там они оранжевые, они переливаются, горы вдали играют. Здесь расположен вулкан Хасан, потухший, конечно. И здесь небольшой поселочек, где кафешки, магазинчики и все такое. Сегодня мы, в принципе, выполнили норму, которую планировали сделать. Завтра у нас достаточно насыщенный день, он начнется с подъема. Завтра нам предстоит подняться. И первый город на нашем пути это будет Гюзельюрт. То есть, в принципе, ну, второй день, третий день идем по графику. Это уже радует, потому что если начало так удачно пошло, то, скорее всего, и дальше все будет супер. Испытано на себе. Доброе утро среды, друзья! Прекрасное утро в горах. Не совсем в горах, здесь высота порядка 1300. Сейчас мы находимся, сегодня даже теплее, чем вчера, как ни странно. Солнце опять уже поднялось из-за гор, 7 часов утра. Сейчас будем потихоньку собираться. Сегодня у нас еще один очередной горный день. По сути, все дни будут горные с перевалами. Красиво тут. Есть? Ура! Мы нашли микроконтейнер. Вот он, друзья. Блин, нужна ручка, чтобы отметиться, потому что мы не можем не отметиться в таком месте. Сейчас мы его откроем. Так, и посмотрим его содержимое. И, конечно же, так. Микроконтейнер. Здесь блокнот. Сейчас сбегаю за ручкой. Бонус похода: мы взяли геокэшерский тайник. Здесь блокнот, микроконтейнер. Записались сегодняшним числом. До нас только 2 человека брали этот тайник, которые здесь указаны, хотя он создан, на минуточку, в 2012 году. То есть это сколько? 13 лет назад была сделана запись, а запись была в 22 году. Тайник был в 2012 году, и вот сейчас мы с Андреем его взяли. Вот здесь такой микроконтейнер. Сейчас мы все упакуем, сложим обратно. Вот такой геокэшерский микрокам. О, классно. Находится он просто в шикарнейшем месте. Вообще это просто ущелье здесь во всей своей красе открывается. Сейчас запакуем его и двинем дальше. Фух. Поднимаемся из ущелья Ихлара, из каньона Ихлара. Здесь у нас эпичный подъем затяжной. Вид очень красивый, потому что растут какие-то деревья. Здесь вот уже вся желтая трава. Трафик автомобильный небольшой. Ехать можно комфортно. Дыхание у меня тяжелое, потому что с утра идет этот подъем и уже жара. То есть 10 часов, солнце печет нещадно. Ну, в целом ехать можно. Всем привет с самого сердца Турции. Ну что ж, кажется, пришла пора немножечко рассказать о наших велосипедах. Начнем с моего. Это то транспортное средство, на котором я передвигаюсь в дальних походах. Он прошел довольно много тысяч километров, несколько стран, множество территорий России и так далее. Это Surly Ogre, велосипед 2018 года выпуска, привезен из Америки. В России такие купить очень сложно. Рама L, это стальной велосипед.
по классификации он является турингом, то есть велосипедом для дальних путешествий не только по асфальту, но и по пересеченной местности. Из снаряжения хочу отметить баулы, велосипедные сумки для перевозки вещей производства PIG 95. Они позволяют сложить все, что нужно, и даже более того, везти еду, воду, одежду. Сзади сумка на 85 литров, она однообъемная. Впереди по двум сторонам багажника слева и справа 20-литровые баулы той же фирмы PIG 95. Здесь мы перевозим чехлы. В некоторых походах нам нужно возить с собой велочехлы для транспортировки велосипеда в самолете или автобусе, потому что оставить их негде. Сзади обычно закрепляется пенка-коврик, на котором можно спать в палатке или отдыхать. Ну и сумочки для разной мелочевки тоже присутствуют, они у всех. Подрамная сумка, нарамная, нарульная, так или иначе, всякая мелочевка туда складывается, очень удобно. Еще хочу обратить внимание на кожаное седло Brooks. Седло, которое предназначено для длительных, непрерывных, экстремальных поездок. На нем, в отличие от многих других велоседел, очень комфортно ехать. Пятая точка не болит, не устает. В целом оно зарекомендовало себя очень хорошо. Ну и велокомпьютер, маленький приборчик, который показывает время, скорость, расстояние. Очень удобно по нему ориентироваться на местности. Также в этом походе у нас много с собой везется воды. У меня вот 3 фляги, 2 на вилке, 1 на раме. И плюс еще в сумке также фляги присутствуют. Вот в общих чертах как-то так. Сел, как говорится, и поехал. Вот мы и на автозаправке. Цены на бензин здесь дороже, чем в России. Если переводить на рубли, то 100 с копейками стоит литр бензина 95-го. Не то чтобы нам нужно было заправить велосипеды, нам нужно купить бензин для нашей горелки. У нас есть мультитопливная горелка, которая работает на горючем. И сегодня, наверное, самое время ее заправить. Потому что в последние несколько ночевок с дровами было совсем тяжело. Газ у нас тоже потихоньку кончается. А вот заправки автомобильные, они есть везде. Поэтому сейчас мы, надеюсь, зальем немножечко бензина в нашу емкость. И уже будем пользоваться горелкой. Вот как раз подъезжает владелец горелки, так сказать, примусолог Александр. Ну что, Сань, может здесь зальем бензин, чтобы дальше не искать? Здесь охотно сотрудники заправки идут навстречу. Сразу поняли, что нам нужно, уточнили немножечко, и заправки здесь полностью электронные. Наш живительный бензин, похоже на лимонад. Супер, как раз то, что нужно. Все, отлично. Ну-ка. Испытано на себе. Дорога-въезд в Гузельюрт представляет собой небольшой горный серпантинчик. Город довольно высокогорный. Вот там мы поднимались, проезжали. Здесь прекрасная панорама со смотровой. Это, я так полагаю, половина подъема только. Жду ребят в тенечке. Здесь уже есть элементы туристической инфраструктуры. Аренда, туры на квадроциклах по окрестностям Гузельюрта. Дорога хорошая, асфальт, ветерок. Все просто замечательно. Александр приехал. Ждем Таню, Андрея. И пофотаемся, двигаемся дальше. Перевал 1770 метров. Ну, по факту 1790 показывает высотомер. Ну, не очень высокий перевал на нашем маршруте, но для нас, жителей Плоскоча в городе Якутске, конечно, это серьезное испытание, особенно учитывая, что стоит просто неимоверная жара. Сентябрь в Турции, по крайней мере, первая половина сентября, достаточно жаркий месяц, летний однозначно. Сейчас подожду ребят, вот они там поднимутся, и дальше у нас будет спуск. Как гласит велосипедная
мудрость велотуристическая. За каждым подъемом есть спуск. Но и за каждым спуском тоже скрывается подъем. Вездесущая мечеть, турецкий флаг, как и везде, даже в самых маленьких деревушках. Это турецкий патриотизм и вера. Вот ребята там едут, поднимаются. Мини-перевальчик такой. Но все равно, конечно, тяжело. Виды здесь очень живописные, обалденные. Вот Александр поднялся. Там вот где-то за деревьями, за камнями едет Таня и Андрей. А теперь, внимание, красота. Круть неимоверная. Красная церковь. Еще одно интересное историческое место на нашем маршруте. К подножью церкви в прямом смысле проложен свежий асфальт. Вот по нему мы приехали с трассы. Вероятно, эту достопримечательность историческую будут окультуривать. Так что нам удалось побывать здесь до того, как вход станет платным. Появятся всякие ларечки с сувенирами и так далее. Церковь очень древняя. Здесь мы отчетливо видим прямо красные блоки, каменные большие, очень здорово подогнанные для тех технологий, для технологий многовековых. Это, конечно, круто. Гравировки, барельефы. В церковь можно зайти, что мы, в общем-то, сейчас и сделаем. Очень тихое, спокойное местечко. Вау! Как и во всяком другом храме, здесь лучше молчать и полюбоваться. Да. Витражи, скорее всего. Угу. Цветные были. Перекресток 4 дорог. Оттуда мы приехали. Здесь картофельные поля щедро поливаются водой. Туда нам держать путь сейчас. Ну и, соответственно, здесь еще 2 дороги, которые ведут в степи, в горы, в турецкую глубинку, которая нам, в принципе, не нужна. Забрались на перевал. Отсюда прекрасные виды. И самое главное, есть дяденька-тракторист, который показал, где находится вода. Вода для поливки плантаций. И ей можно спокойно сейчас ополоснуть руки. Ой, а вы что думаете? Нет, красный двигаешь. Ой. Это спасительная влага, потому что после перевала, после жары все в песке, в поту. Очень красивые виды, прям виды, конечно, вообще шикардос. Очередное аутентичное место. Это мясная лавка, в которой нам согласились сделать парочку, не знаю даже как это называется, булка с фаршем. Вообще в этом поселке нет кафешки, там была какая-то закусочная, но она закрыта. Поэтому местный житель позвонил мяснику. Житель нашел мальчика, который нас сопроводил на велосипеде. И теперь мясник делает нам булку с фаршем, с луком,
Посмотрите, какая красота, как здесь интересно находиться. А вот, кстати, и само мясо там вот находится в холодильнике. Запах здесь немножко специфичный, но это запах настоящей Турции, друзья. Это вам не Алания, не Анталия, это вам не какие-то курортные зоны. Это то, что обычный турист не увидит. А мы увидели. И это круто. Прошли очередной перевал. Сейчас спуск. Дальше у нас еще будет спуск. Сегодня нам осталось проехать порядка 40 километров. Горная Турция — это по сути сплошные горы. И хорошо, если подъем на них асфальтовый, вот как здесь. Но если перевал грунтовый или какой-нибудь песчано-каменистый, то это совсем тяжело. Поэтому для велопоходов по горной Турции нужна какая-то серьезная физическая подготовка. Конечно, должен быть подготовлен велосипед должным образом. И понятное дело, что должна быть у вас физуха. О, приехала Татьяна. Как тебе перевальчик? Таня говорит, что здесь очень красиво и местами напоминает Монголию. Это действительно так, потому что бескрайние степи, барханы, вот эти холмы, горы на горизонте. Это, по сути, что-то связанное с монгольским пейзажем. Поэтому местами у нас такое дежавю, флешбеки монгольские. В целом, конечно, страна очень своеобразная, интересная. Местные жители в деревнях — это просто отдельная тема. Супер. Все идет отлично просто. На закате попали из одной провинции Турции в другую. Везде стоят такие арки с указателями. Дорога выходит на трассу. Нам нужно проехать по ней буквально пару километров. И где-то там, на краю кукурузного поля, будет наша ночевка. Посмотрите, какие эпичные горы впереди. Вот. Нам туда. Время 6:30, практически темнеет. Через полчаса солнца уже будет не видно. А пока вот оно. Ну что ж, друзья, вот мы и на месте нашей сегодняшней ночевки. Здесь прям поле до горизонта, но нам не привыкать. Мы уже 3-ю или 4-ю ночь ночуем на поле скошенной соломы. Эти твердые росточки, они, конечно, немножко неприятные, но тем не менее, если их уплотнить, нагнуть, все будет хорошо. Здесь эпичные кучи, вроде бы это навоз, куча навоза, но он не пахнет, но зато какую-то защиту от ветра минимальную дает. Больше здесь ничего нет абсолютно, потому что это просто поля до горизонта. Хотя нет, шучу, на горизонте горы, в которые мы двинем завтра с утра. Вечереет традиционно, без 5-7, солнце уже практически село, через полчаса будет ничего не видно, поэтому нам нужно быстро поставить лагерь, приготовить ужин. Сегодня у нас ужин будет на мультитопливной горелке. Очень много где по трассе, вблизи поселков и не только, попадаются вот такие поилки, они их называют, фонтанчики с водой. Вода идет, вероятно, из подземных источников, вода чистая, она питьевая, мы ее пили, сами местные на них указывают тоже как источники питьевой воды. Поэтому очень удобно, если на маршруте такая штука встретилась недалеко от ночевки, просто набираете воду и вы спасены. Сколько мы уже проехали дней по Турции, нам не попалось ни одной реки, да, Саш? По-моему, ни одной реки не было, где бы можно было найти, набрать воду или заночевать. То есть Турция достаточно сухая. Вот именно этот регион достаточно сухой в плане вот питьевой воды в реках, ручьях лучше не рассчитывать. Но приходят на помощь поилки. 5 литров для нашей маленькой команды достаточно для приготовления ужина и чая. Виват Турция! Готова первая партия яичницы. У нас она будет еще и сейчас, да. Александр сейчас подскажет, даже, наверное, обжарит колбасу. Здесь у нас сваренный булгур. Вот он. Булгурчик. Ну, тут, в общем-то, наш, как всегда, шикарный стол. Просто бомба.
Яблочки. Между тем солнце уже высоко, начинает жарить. И это здорово, потому что на солнце мы сможем подзарядить свои электронные девайсы с помощью солнечных батарей.